Друзья, у нас на связи по скайпу Юрий Демчогло, штатный советник главы Одесской военной администрации. С господином Демчогло мы поговорим о решении Международного уголовного суда, о выдаче ареста в отношении Владимира Путина по факту похищения, можно сказать, да, и насильного вывоза украинских детей с территории Украины и перевоза их на территорию Российской Федерации. Господин Демчогло, здравствуйте, слушатели в студию. Здравствуйте, Заман Хайросович. Заман Хайросович, sağ olun geldiniz. Благодарю, что пришли. Вот мы с вами, в принципе, до эфира перекинулись несколько слов по этому поводу, выяснились некоторые детали, которые... Я с вами хотел поговорить о политических последствиях этого решения для Владимира Путина и для тех, кто поддерживает Путина, да. Но выяснились некоторые детали, о которых, я признаюсь честно, и, моя вина, не очень красиво для журналиста, не знал. Все мы знаем, что вот это решение Международного уголовного суда появилось в результате того самого видео, которое опубликовала пиар-служба Владимира Путина, где сидит Владимир Путин и Мария Львова-Белова, уполномоченный Путина по защите прав ребенка, да, в кавычках, да, так детей не защищают, конечно, да, где она признается, что благодаря Путину они вывезли детей. Но вы говорите, что есть еще более серьезные детали, которые показывают, что вывезли за это время более 1 миллиона украинских детей. Это же самый настоящий акт геноцида, по большому счету. Раскройте, пожалуйста, детали, о чем вообще идет речь и с чем связано это решение, господин Демчогло. Я вам хочу сказать, что для Украины, для украинского государства это большой прогресс в факте доказания преступной деятельности руководства России. Это я считаю, что один из первых шагов. И почему он произошел в первую очередь? Если вы знаете историю историю решений, или же, это называется юридическим языком, но вынес ордер, то есть дело дошло до ордера. Просто так международными институциями ордер не выдается. Россия сегодня, мы уже много с вами говорили, Россия с момента вторжения в Украину нарушает законодательство. Первое, она нарушила все принципы Организации Объединенных Наций, все принципы международного права. Я как юрист-международник, просто как раз когда появился этот ордер, начал специально изучать причины этого ордера, выдачи этого ордера Международным судом. И это первый случай, когда за военные преступления ордер выдается, решение принимается, когда конфликт еще не закончен. Все конфликты, которые Гаагский трибунал выдавал, они все были после войны, начиная с 1945 года, то есть гитлеровских приспешников и Гитлера уже постфактум судили после войны, после 1945 года. Давайте ради справедливости скажем, что это не совсем за военные преступления, это за нарушение прав детей, которые произошли в результате в ходе войны. То есть за военные преступления Путина пока еще к суду не привлекают. Вот как раз я думаю, что это следующий этап, потому что это более трудно доказуемо. Результатом выдачи этого ордера, результатом решения суда международного была долгая, кропотливая работа многих правозащитных организаций, международных, сертифицированных, признанных в части в сфере защиты детей. Насколько я знаю, насколько наши журналисты-правозащитники, в том числе украинские, работали совместно с немецкими, с английскими, с многими французскими правозащитниками, итальянскими, кстати, тоже. У них появилась доказательная база путем обзвона родителей, запросов различных официальных. У них появилась доказательная база, что это прямое преступление руководства Российской Федерации, вплоть до и доказано указы и распоряжения президента Российской Федерации Путина и соответствующие уполномоченные по правам человека Марии Беловой-Львовой. Беловой-Львовой, да. Беловой
Львова, то есть непосредственно под их руководством это производилось. То есть доказанный факт, что насильственно из Украины вывозились дети. И, насколько я знаю, доказано более 20 тысяч фактов, ну, по 20 тысяч детям. А фактически наши украинские власти говорят, что это около 1,5 миллиона украинских детей были насильно вывезены с Украины. Понимаете, 1,5 миллиона детей. Такого, я не знаю, прецедент где-то когда-нибудь есть? Вообще... Ну, это акт геноцида. Согласно Международной конвенции о предотвращении геноцида, по-моему, была подписана в 1948 году. Это пункт, который перечисляет и говорит о том, где этой конвенции говорится о том, что является геноцидом. Это один из пунктов, да, в принципе, как бы, да, вот это вывоз детей и предотвращение дальше, как бы, развития и появление новых украинцев. То есть они, в принципе, как бы и заявляют об этом как цель войны. Но согласитесь с тем, что вот это видео, о котором все говорят, и все, в принципе, показали, пиар-служба показала, да, как это Львова Белова на встрече с Путиным в его кабинете благодарит его за то, что он позволил, и благодаря ему она усыновила украинского ребенка, которого насильно, я так понимаю, вывезли из Мариуполя. Кстати, сначала убили детей, родителей, да, а потом вывезли их детей из Мариуполя. Этот факт, это видео является непосредственным доказательством того, что в этом акте геноцида участвовал непосредственно сам Путин, да, то есть как бы и Путин одобрил это. Это видео прямое тому подтверждение. Согласны ли вы с этим? Полностью согласен. Мало того, я вам скажу, это только первый шаг, вот, именно доказательств, потому что мы знаем, кто начал войну. По прямому чему указанию с видеообращения началось, это с вечера, потом на следующий день. То есть это фактически это пока невозможно доказать, что непосредственно вот всю цепочку преступлений военных, ну, в то, что доказано как побочным эффектом, то, что было насильный геноцид против украинских детей, этот факт уже доказан. Я думаю, что следующее пойдет, это только начало. Потому что действительно Россия с первого дня творит военные преступления. Насилие, изнасилование, убийства, грабежи, полностью рушит инфраструктуру. Понимаете? Поэтому это только начало. Для нас, это для украинского государства, для украинского сообщества, это первый факт, как бы первый сигнал справедливости, потому что то, что происходит последние больше года, это жесточайшая несправедливость против Украины и украинского государства, которая будет иметь очень большие последствия. Ну, мы всячески этого желаем Украине и сами этого ждем, восстановления справедливости, безусловно. Если переходить к политическим аспектам вот этого решения, последствиям, это решение, с вашей точки зрения, укрепляет позицию Украины и президента Зеленского, ну, в предстоящих переговорах с Си Цзиньпинем, который появился со своей мирной инициативой. Первый пункт, который, кстати, прекращение военных действий, да, что невыгодно Украине прямо сейчас, и Украина этого однозначно не хочет. Укрепляет ли, с вашей точки зрения, вот этот вот ордер? Я не к тому, что он политически мотивирован. Нет, абсолютно нет. Там Международный уголовный суд самостоятельно принимал это решение, исходя из своих соображений. А соображение в данном случае был отчет специалистов, которые подтверждают, что детей вывезли насильственно. Да? Но тем не менее, да, вот наличие этого ордера, с вашей точки зрения, укрепляет ли позицию Украины в предстоящих переговорах с Си Цзиньпинем? Вы знаете, я хочу сказать, а как вы думаете, вот, например, вот, да, все войны заканчиваются как бы переговорами, Да. на определенном этапе и каким-то соглашением там, о перемирии, о капитуляции, там, о каком-то еще. И этот международный ордер, им нужно будет что-то уже делать. То есть, когда будут переговоры, соответственно, я 100% уверен, если этот вопрос не решится, я не думаю, что до конца войны вопрос о привлечении там, или аресте президента России как-то решится, хотя все возможно. Но если этот вопрос не решится, это будет одним из пунктов этого мирного договора. Это 100%. В нем будет прописано, что там то или то выдавать Путина, или там прощать Путина, или не знаю, это уже делает дальнейшего. Но то, что от этого факта в дальнейшем переговорном процессе не уйти, это уже факт. Это первое. Второе, последствие, вот, Международный суд признает 143 государства,
которые подписались под римским 123, правом. 123, 123, да, 123 государства. Кстати, к сожалению, Украина его не подписала. Насколько не подписали наши соседи. Вот Турция еще, я знаю, но европейские страны, многие Украина не успела его подписать. Я так думаю, но факт Нет, то, что... она подписала, насколько я знаю, она подписала, но не ратифицировала, по-моему, в этом. Да, не ратифицировал, да. То есть мы не сможем его арестовать, если он к нам приедет. Так можно сказать. Вы его по другому поводу арестуете, как бы. Да. Но сегодня он никуда не сможет. Например, вот я читал сегодня, что у Путина запланирована поездка там на конец лета в ЮАР. ЮАР, кстати, одна из тех стран, которая тоже не поддержала санкции против России, в котором еще работает российский бизнес. И как он сейчас поедет в ЮАР, если ЮАР является там подписантом Римского соглашения по праву. Ну, я так полагаю, что не поедет. Обязана будет его выдать. Ну, я понимаю, что он туда не поедет, как бы, да? Да, я так тоже думаю, что он туда уже не поедет. То есть вот тоже вы сорвали с моих уст, то есть сегодня Путину закрыта дорога 123 страны мира. В том числе и в Молдову, скажем, что Молдова подписала и ратифицировала. Да? То есть, соответственно, я считаю, что российское руководство уже я знаю, что в России, наверное, начались какие-то процессы. Для них это тоже будет фактором, соответственно, может быть фактором какого-то откупа, чтобы например, с России сняли санкции. Вот, например, мы вам ордер, исполняем ваш ордер, а вы нам снимаете санкции. Понимаете, как в будущем тоже это возможно. Ну хорошо, тогда возникает вопрос. Вот вы коснулись того, кто будет подписывать. Рано или поздно любая война заканчивается мирными переговорами и подписанием какого-то соглашения. Тогда возникает вопрос. Если Путин, фактически... Понятное дело, что решения суда еще нету, и суд состоится только тогда, когда его доставят физически туда. Но тем не менее, вот этот вот ордер, он клеймит его как международного преступника, да, то есть за нарушение прав детей. То есть в этом случае может ли он и будет ли признаваться договор, который будет подписан им, если он будет подписан, этот мирный договор, если, дай бог, когда-то он будет подписан, понятное дело, все мы надеемся, после восстановления территориальной целостности Украины. Сможет ли он его подписать в этом случае? Или там кто-то будет другой, кто будет подписывать? Да, кстати, очень правильно подчеркнул, он не сможет подписать, потому что то же самое. Но вопрос, понимаете, сегодня есть уже факт, у него есть клеймо международного преступника, признано международным судом, никаким там или европейским, или американским, или украинским, признано международным судом. Соответственно, с этим клеймом придется все время жить. И то, что этот ордер будет предметом торгов, вот то, что я говорил, с России уже никогда не снимут санкции из-за этого ордера. Потому что если станет Россия обратиться снять санкции, и у них сразу спросят международное сообщество, а вы ордер исполнили международного суда? Выдайте нам Путина, и мы снимем санкции, да, в это хотите сказать? Это как вопрос для обсуждения будет, соответственно. Но сегодня это для российского имиджа на международном сообществе, имидж, который и так был ниже плинтуса, сегодня он ушел, наверное, имидж России пропал окончательно и бесповоротно. Господин Демчук, а что означает дальнейшее, не знаю, окей, понятное дело, мы смотрим, Китай как бы по поводу этого особо не переживает, Си Цзиньпин приехал, но вот для более мелких международных игроков вот эта поддержка Путина и стремление к стратегическому партнерству, что означает? Я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Я клоню к Гагаузии, да, где вот как бы очень многие кандидаты по-прежнему то ли не соображают, то ли не хотят понимать, что мир изменился, и по-прежнему настаивают на том, что Россия должна оставаться стратегическим партнером Республики Молдова. Вот этот вот ордер, что он означает? То есть, как бы, что должны люди из этого извлечь? Что должны понять, с вашей точки зрения? Потому что мне, честно говоря, сложно объяснить им, что так нельзя, но, может быть, они вас послушают. Вы знаете, я очень сожалею, что гагаузское сообщество не может за последний год понять, некоторые поняли, кстати, надо отдать должное, спасибо тем, кто понял реальность происходящего в Украине,
реальность той трагедии, того горя, которое происходит в Украине, и реальность того, что могло бы прийти в Молдову. Некоторые это поняли. Но, к сожалению, российская пропаганда, российское телевидение еще работает в гагаузских домах, и в том числе вынужденные кандидаты. Я считаю, что часть кандидатов вынуждена, не хотя, может быть, даже часть там, хотя занимается... Что им приложили дуло к пистолету, пистолет к виску или что? Занимается пророссийской пропагандой, но я могу сказать, в таком случае, Бог им судья. Бог им судья, и придет время, когда они поймут глубину их ошибок, дай Бог, они поймут глубину их ошибок, что они поддерживали сегодняшнюю Россию. Я не против русского народа, всегда это говорил. Я люблю, уважаю русских, у меня много русских живет в России, которых часто, кстати, очень выехали в большей части. Прогрессивное российское сообщество выехало большинство части из России. Россию, насколько я слышал, покинуло больше 5 миллионов граждан. Ну, тоже говорят такие, да, я тоже слышал такие цифры. По крайней мере, на конец года было, в середине года, когда пошла первая мобилизация, сразу 1,5 миллиона. Но, насколько я знаю, сейчас уже около 5 миллионов граждан покинуло Россию. То есть, значит, у России есть проблемы. У России есть большие проблемы. Россия — страна преступник на сегодняшняя Россия. Не русский народ. Путинская Россия, путинский режим. Путинская Россия, абсолютно верно. Поэтому, возвращаясь к Гагаузии, Бог им судья, я знаю, что идут постепенно, медленно, но идет осознание трагедии, происходящей в Украине. И если раньше говорили, вот что вы, как вы обсуждали, что вы типа выпендриваетесь, сдавайтесь, и все, война быстро закончится, то сегодня уже как минимум говорят по-другому. Когда это уже война закончится, такой там гюнах, такой грех происходит, 2 народа погибает. То есть так в начале войны не говорили, понимаете? И я думаю, что третий этап осмысления, что кто начал всю эту беду, всю эту войну, придет к гагаузскому народу. Кто все это затеял, кто все это начал, и кто кому в государство зашел, кто в чей огород зашел и убивает хозяев дома. Понимаете? Согласен. Ну, надеюсь, это осознание произойдет как можно скорее, но оно не может, оно настанет только после победы Украины, чего мы искренне желаем. Да? Победе Украины, победе ВСУ и освобождению территории. Господин Мичолга, я благодарю вас за то, что пришли к нам в студию, и желаем восстановления справедливости, в том числе и в отношении Владимира Путина. Дай Бог. Спасибо. Аллах. Спасибо.